Рахмона в ближайшее время могут сильно наказать. Это ударит по экономике Таджикистана. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. С мая прошлого года по июнь этого года российские авиакомпании закупили западные запчасти на сумму в 1,2 миллиарда долларов, несмотря на санкции, введенные после начала войны России против Украины. Как сообщает агентство Reuters, которое изучило таможенные данные, среди приобретенного оборудования были устройства американской компании, клапаны давления в кабине, шасси, а также кофеварки, телефонные трубки, бортпроводники и сиденья для унитазов, за что уже правительство США ведет расследование. Согласно таможенным данным, детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Кыргызстан. Агентство также выяснило, что авиакомпания «Уральские авиалинии» импортировала более 20 устройств американского производства с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов отказался комментировать Reuters, как российский перевозчик закупал запчасти. Сумма в 1,2 миллиарда долларов не отражает общую стоимость поставленных в Россию автозапчастей, поскольку Reuters изучила только поставки, предназначенные российским авиакомпаниям или их подразделениям по техническому обслуживанию. Поставки деталей самолетов, предназначенные для других компаний, в этом исследовании не учтены. Компания Northrop Grumman, изучив данные Reuters, заявила, что не выявила каких-либо продаж или услуг по ремонту, которые были предоставлены российским предприятиям. В Northrop Grumman заявили, что у компании есть надежные процессы и процедуры, помогающие обеспечить соблюдение всех законов и правил, связанных с экспортом и санкциями. До введения западных санкций российские авиакомпании обращались за техническим обслуживанием своих самолетов к крупным компаниям. Но когда эти компании перестали предоставлять свои услуги, авиакомпании начали обращаться к более мелким поставщикам. Например, как выяснил Reuters, в апреле 2022 года подразделение технического обслуживания авиакомпании S7 начало импортировать детали у молдавской компании. Согласно отчетам, в течение следующих 14 месяцев S7 получила запчастей как минимум на 1,2 миллиона долларов от молдавской компании. Исполняющий директор компании Иван Мельников отрицает продажу продукции в Россию. Он заявил, что большинство его покупателей находились в частности в Объединенных Арабских Эмиратах и Кыргызстане. И якобы они не знали, куда дальше пойдут эти запчасти. Reuters выяснила, что большинство грузов от этой компании действительно попадали в Россию через другие страны. На вопрос, может ли это указывать на то, что его клиенты в этих странах перенаправили поставки российским авиакомпаниям, молдавский бизнесмен не ответил. Санкции, введенные против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полеты российских самолетов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолеты, которые были приобретены в лизинг от российских авиакомпаний, потребовали вернуть, чего они не сделали. Из-за этого большинство российских самолетов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран. Западные страны уже предостерегали страны Центральной Азии, чтобы они воздерживались от помощи России в обходе санкций, отмечая, что в противном случае эти страны сами попадут под санкции. В июле США внесли в черный список 4 кыргызские компании за поставку санкционных товаров в Россию. Таджикские эксперты считают, что вероятность введения санкций против Душанбе маловероятна, но она все же существует. Если такие расследования будут всплывать и в будущем, эта вероятность только повышается. А правительство Таджикистана сильно надеется на кредиты от Америки и их помощь. Также от Европейского Союза. Если будут введены санкции, они могут все это потерять. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.